Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном в этом выпуске. Научить отличать сайты-однодневки от реальных порталов, рассказать школьникам на простом языке о сложных схемах интернет-мошенников. Столичные волонтеры планируют выйти на республиканский уровень. Интерактивная выставка якутских производителей товаров в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошла сегодня в столице региона. Заражение коронавирусом впервые выявили у бегемотов. Сотрудники зоопарка затруднились уточнить, как именно животные подхватили инфекцию. Глава республики Айсан Николаев поздравил лидеров и наставников детских общественных объединений с Днем детского движения Республики Саха-Якутия. Глава отметил, что детское движение в нашей республике имеет богатейшую историю. Созданный 5 декабря 1992 года Союз детских общественных объединений республики, напираясь на замечательные традиции, начал новую страницу истории детского движения обновленного формата. Сегодня детское движение Якутии объединяет 783 детские общественные организации, вовлекающие юных якутян в активную общественную жизнь. Илдархан пожелал общественникам всегда быть активными и неравнодушными, делать добрые дела во благо развития родной республики. Научить отличать сайты-однодневки от реальных порталов, рассказать школьникам на простом языке о сложных схемах интернет-мошенников. Эти цели преследуют якутские волонтеры. Они сами старшеклассники и уже не раз сталкивались с обманом в глобальной сети. Уже год добровольческая команда работает в Якутске, и благодаря их работе сотни подростков не попались на удочку злоумышленников. Сейчас в планах волонтеров кибербезопасности выходить на республиканский уровень и просвещать школьников по всей Якутии. Для этого, благодаря гранту главы республики, закупили все нужное оборудование. В этом году мы приняли участие и выиграли грант главы Республики Саха-Якутия. Тем самым мы приобрели необходимую нам технику. Мы приобрели веб-камеру, микрофоны. И в прошлом году, например, мы проводили дистанционные занятия, где нам не хватало такой техники. И сейчас у нас есть все, мы уже готовы работать с улусами. В прошлом году мы работали только со школами города Якутска и работали только со старшеклассниками. А сейчас мы планируем уже выйти на все школы. В этом году мы участвовали в республиканском проекте «Моя законотворческая инициатива», где внесли предложение, чтобы во всех школах нашей республики ежегодно проводилась декада по кибербезопасности, где каждый ребенок смог бы получить соответствующие и актуальные знания. Потому что мы считаем, что детей нужно с начальных классов уже обучать, как вести себя в интернете. Ведь это очень важная информация, особенно в современном обществе, когда каждый, независимо от возраста, пользуется интернетом и может попасть на уловку мошенников. Тем временем Сахастат выяснил, для каких целей жители республики чаще всего пользуются интернетом. Всего интернетом пользуются 91,6% якутян старше 15 лет. При этом 82,3% жителей республики выходят во всемирную сеть каждый день. 3,6% несколько раз в неделю, а 5,7% редко. 92,5% из них чаще всего проводят время в интернете ради общения в социальных сетях. 71,5% для осуществления финансовых операций, 51% для прочтения новостей и статей и 46% для скачивания фильмов, музыки и игр. Международная арктическая стартап-экспедиция по обмену опытом в сфере инноваций, поиску и поддержки технологических проектов на севере и в Арктике стартует в республике в середине декабря. Изначально стартап-экспедиция работала по Дальнему Востоку, а в 2020 году как экспедиция акселератора Би-8 по всей России. Экспедиция охватит Россию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Канаду, Исландию и США и продлится до конца следующего года. В этом году в стартап-экспедиции будет 3 трека: молодежь, технологическое предпринимательство, сохранение культуры коренных народов через новые технологии и зеленые технологии. Интерактивная выставка якутских производителей товаров в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошла сегодня в столице региона. Формат организаторы выбрали необычный, но вполне в духе времени. Вместо павильонов и стендов презентовали товары бренда «Сделано в Якутии», модели, на каждой из которой был QR-код. По его считывании посетитель попадает на сайт с подробной информацией о том или ином товаре. Выставка направлена на популяризацию изделий местного производства. Это и меха, национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты.
Это очень удобно. Вот на мне тоже QR-код, да. Можно прямо навести и узнать буквально вот этой фирме, которая вот одна из фирм, которые здесь, не все, конечно, участвуют, только отобранные, это отбирали Министерство предпринимательства участников фирмы. Это уже такие фирмы и компании, которые известны не только у нас в республике, они известны по всей нашей стране и даже за его пределами. И вот QR-код это очень удобно, ведь навел и в 1 минуту узнал буквально все, что хотел бы знать об этой фирме, об этой компании. Завершается декада Аланхо, стартовавшая 22 ноября. В течение этих дней в республике прошли разные мероприятия в программе и празднование юбилейных дат известных аланхасутов, ученых-эпосоведов, видеолекции и прочее. За время декады провели более 50 онлайн и очных встреч. Сегодня, в день закрытия декады Аланхо, в Доме дружбы народов имени Кулаковского презентовали книги, изданные специально к этому событию. Наш корреспондент Мадина Халикова присоединяется к эфиру и выходит на прямую связь со студией. Мадина, приветствую. Расскажи подробнее об этих книгах. Иван, здравствуй. Мы сейчас действительно находимся в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Здесь сегодня будет целый пласт мероприятий. Одно из них – это презентация 10 книг, которые подготовили специально к закрытию декады Аланхо. И в них рассказывается о мифологии народов Саха, об их эпосе, о том, как они жили. И работа над этими книгами велась с 2018 года. Они были рукописные. Сейчас их вот перевели в такой бумажный печатный формат. И каждый желающий может увидеть эти книги, но все-таки более детально о том, что они из себя представляют, где можно их получить, нам расскажет модератор и организатор сегодняшнего мероприятия. Это Мария Ларионова. Давайте мы ее послушаем. Сегодня мы в рамках декады Аланхо презентуем 10 книг, которые мы издали специально для КСХ Аланхо. Это очень уникальные книги, которые никогда не издавались. Из них это наши 3 Аланхасута. Они хранились в рукописном виде в гуманитарном институте. И кроме этого у нас книги, очень уникальная книга фольклора люкминских якутов, которая была издана по результатам фольклорной экспедиции, которую мы провели совместно с институтом Аланхо. 3 книги вышли по эвенкийской культуре. Из них вот одна книга очень уникальная. Это «Учим эвенкийский язык» с аудиосопровождением. Ну и также я хочу напомнить, что декада Аланхо стартовала 22 ноября, 25 ноября был Национальный день Аланхо. И сегодня, 5 декабря, закрывается вся декада, пройдет еще несколько мероприятий. Также сегодня встретятся народные мастера, они представят свои изделия, расскажут о том, как они начали ту или иную деятельность. Ну и в финале вечером состоится большое закрытие декады, с чем я, собственно, вас всех и поздравляю. Но пока на этом у меня вся информация. Иван. Мадина, благодарю тебя. Напомню, в день закрытия декады Аланхо из Дома дружбы народов имени Кулаковского передавала наш корреспондент Мадина Халикова. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 255 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 104 в столице региона, передает республиканский оперштаб. 21 случай выявили в Мирнинском районе, по 18 в Алданском и Нерюнгринском районах, 14 в Мегино-Кангаласском районе. 12 человек заболели в Хангаласском районе, 9 в Ленском, 8 в Нюрбинском, по 7 случаев в Намском, Алекминском и Татинском районах. Еще в 11 районах от 1 до 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Между тем, заражение коронавирусом впервые выявили у бегемотов. Анализ у 2 обитателей зоопарка в Антверпене оказался положительным. По словам смотрителей, у 14-летней Имани и 41-летнего Хермиена практически отсутствуют какие-либо симптомы, кроме насморка. При этом сотрудники зоопарка затруднились уточнить, как именно животные подхватили инфекцию. По их словам, все смотрители ежедневно сдают экспресс-тесты и постоянно носят маски. Ни у кого из них в последнее время не был выявлен коронавирус.
коронавирус. Бегемотов сейчас поместили в изолированный вольер. Это первый известный случай заражения коронавирусом у гиппопотамов. Ранее сообщалось, что инфицироваться могут собаки, обезьяны и представители семейства кошачьих. Летом в Индии от COVID-19 погиб лев. Другим темам. Всероссийские соревнования по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу Кубок Сибири-2021 стартовали в пятницу в Новосибирске. Участники и организаторы турнира рассказали о программе мероприятия, погоде и отсутствии спортивных страхов. На самом деле буквально летают по снегу здесь уже 13 лет. Но в этом году впервые соревнования по сноукайтингу приобрели всероссийский масштаб. И именно они открывают сезон зимнего экстрима в стране. Здесь, в Новосибирске, раньше всего замерзает лед, но при этом греет солнце. И поэтому любители сноукайтинга давно облюбовали эти места. Людям нравится сюда приезжать. Здесь раньше всего замерзает лед. Вот. И самое главное, шикарная организация, хороший прием. Вот, поэтому у нас довольно много участников отовсюду. Даже те, которые еще и не стояли на льду, на снегу у себя дома. Они здесь открывают для себя сезон. Во многом успех соревнований по сноукайтингу зависит от ветра. Нынче организаторы рады погоде. Она балует участников солнцем и ветром необходимой силы. Это парусный спорт. Они прошли линию старта, ушли против ветра, там специальным курсом обогнули дистанцию, то есть против ветра, по ветру, всеми разными курсами, и пошли потом на финиш сюда. То есть кто будет быстрее, кто поймет, откуда дует ветер, он не просто же ровненько дует, да, кто поймет вот эту вот механику, тот и придет первым. Здесь нужно быть хитрым. Однако нужно быть не только хитрым. Самое главное в управлении кайтом – не бояться упасть, говорят участники. Но для того, чтобы избавиться от этого страха, упасть все-таки нужно. И не один раз. На самом деле страшно, пока ты боишься кайта и боишься упасть, боишься сильного ветра. Вот. Но как только ты пару раз упал, вот, пару раз тебя там за кайтом на попе прокатило, то после этого страх маленько уходит, и понимаешь, что ты контролируешь процесс, и само по себе оно ничего не происходит. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. Программа турнира состоит из самого массового заезда, гонка, курс, рейс с одновременным стартом всех участников. Также пройдут соревнования по фристайлу, где оценивается сложность трюков, и виндсерфингу, участники которого используют паруса, а не кайты. А еще имеется самая легкая дистанция – это для любительского кайтинга и для детей. Анна Васильева, Иннокентий Соловьев, Новосибирск. И в завершении выпуска о погоде. Температуру воздуха ниже 50 градусов зарегистрировали в Аймиконском районе республики сегодня, передает Якутское управление гидрометеослужбы. По данным на 9 утра по местному времени, минус 51 градус зафиксировали в Устнере, минус 53 градуса в Аймиконе. Кроме того, столбик термометра опустился до минус 45-46 градусов в еще 4 населенных пунктах. В Усть-Куйге, Депутатском Устьянского района, в Хану Момского района и в Верхоянске Верхоянского района. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем канале.